Штат Ухтинской поликлиники пополнился новыми кадрами. Это 2 врача-рентгенолога, ревматолог, бактериолог и 2 участковых терапевта. Все специалисты уже приступили к своим обязанностям. Как вливаются в коллектив молодые врачи и о том, почему и в каких специалистах учреждение нуждается до сих пор, узнала Виктория Науменко. Рентгенолог Ирина Бездетка и ревматолог Анастасия Головина знакомы со студенческой скамьи. Обе, еще будучи студентками Курского медицинского университета, узнали на ярмарке вакансий об Ухтинской поликлинике. Судьба на ближайшие несколько лет была решена, делятся девушки. Они отучились на целевых местах в Пермской ординатуре, и вот они в Ухте. Они очень добрые люди. Они не ругаются в магазинах, на кассе даже. На фоне, правда, добрые люди, всегда приветливые. Если какая-то помощь требуется, всегда помогают. Немного непривычно, потому что до этого жили всегда в больших городах, а здесь, тоже неплохо. В целом привыкаю уже. После большого города, конечно, очень тяжело привыкать к маленьким городам, но это все не страшно, потому что здесь есть коллеги, здесь есть друзья и работа соответственно. Здесь люди намного добрее, может быть, потому что холодно, не знаю. Ирина и Анастасия мечтали стать медиками со школьных лет, и пока ни разу в выбранной профессии и специальностях не усомнились, несмотря на сложности, с которыми уже приходится сталкиваться на первом рабочем месте. Тем более, когда в медучреждении ты единственный специалист своего профиля, как ревматолог Анастасия Головина. Особенно непросто врачу ее специализация приходится с молодыми пациентами, делится девушка. У ревматологических заболеваний очень большой диапазон возрастной, потому что болеют как молодые, так и взрослые, так и пожилые люди. Некоторые заболевания приводят к инвалидности, и не хочется, чтобы молодые люди все-таки были там инвалидами, ходили с тросточкой или вообще передвигались на инвалидной коляске. А вот участковых терапевтов в поликлинике, хотя и больше 20, но именно на этих специалистах особенно большая нагрузка, и их остро не хватает всегда. В Ухте 48 врачебных участков, и на каждом должен быть терапевт. Так, врач Мухаммеджон Набиев, тоже выпускник Курского медицинского университета, считает специализацию терапевта базовой. С нее начинается диагностика. Именно терапевт определяет дальнейший курс лечения. Я думаю, что все студенты после окончания медуниверситета хотя должны год работать как терапевтом, понять, что, чего, потом решить, кем стать в будущем. Не только мы должны знать свою профессию хорошо, а еще как психолог поговорить, и бывают разные нюансы. Сначала послушать, потом решить, что чего делать. Работа врача-терапевта – это очень сложная работа, и не все, естественно, хотят быть врачами-терапевтами, а поработав год, 2, 3, то есть люди стараются уйти в какую-то узкую специальность для того, чтобы уйти вот от этой колоссальной нагрузки, которая ложится на терапевта. В этом году пандемия по-прежнему затрудняет выездную профориентационную работу, и штат пополняется не таким большим количеством специалистов, как хотелось бы. До пандемии ежегодно приходили более 10 новичков. Самое большое пополнение штата было в 2017 году. Тогда пришли 4 специалиста среднего образования и 14 докторов, в том числе терапевты. Но большинство из них девушки, отработав несколько лет, многие ушли в декрет. Так что Ухтинская поликлиника по-прежнему остро нуждается в пополнении кадрового состава, особенно в терапевтах. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.